Ингушетия мастеровая – так называется выставка народного творчества и ремесел, которая проходит в Музее изобразительных искусств Ингушетии. На соцзрителей представлены работы 10 авторов. Бисероплетение, резьба по дереву, художественная ковка – это не весь перечень представленных работ. Марина Катиева подробнее. Большой зал декоративно-прикладного искусства музея Карабулака открыл свои двери для жителей республики. Все желающие могут лицезреть творчество мастеров Ингушетии. На этой выставке 10 мастеров прикладного искусства предоставили на суд зрителей свои работы. Здесь можно увидеть художественную ковку, бисероплетение, резьбу по дереву, коллекцию женских национальных костюмов, изделия из горного хрусталя, серебра, золота и многое другое. Работа из рыбьей кожи фирмы Шади известна не только в республике, но и далеко за ее пределами. Адама Галаева тоже знают многие. Он прославился умением орудовать с железом. На этот раз его коллекция пополнилась еще одним шедевром. Здесь есть новая работа, которая и как в технике исполнения для меня новая. Несколько техник одновременно в одной работе. Ковка, и чеканка, и гравирование. И, естественно, остальные процессы, которые доводят работу до конечной продукции. Я так полагаю, даже если бы все это было изображено или в краске, в цветах, или просто графическим карандашом, это, наверное, пейзаж. Но в данном случае пейзаж в металле. Коллекция национальных женских костюмов Заиры Гитагажевой «Ингушская мозаика», кстати, ранее подаренная фонду музея самим модельером, тоже стала частью мероприятия. А салон «Невеста» украсил выставку свадебными нарядами. Модели дефилировали на импровизированном подиуме в белоснежных платьях довольно умело. 8 нарядов отличались лишь длиной подола, вышивкой, количеством бисера и кружев. Данная коллекция – это не вся коллекция. Именно над этой коллекцией работали наш коллектив. Работали 5 месяцев. Желающих посетить выставку оказалось немало. Гости были в восторге как от экспозиции, так и от организации мероприятия. Постоянно слежу за работами наших художников и мастеров. И когда ты видишь что-то новое и жизнь продолжается, это очень приятно. Когда что-то созидают и делают. И я хотел бы дать высокую оценку их работе и мастерству. И поблагодарить их за то, что они вот так выкладываются и создают такое, и прославляют наш народ, нашу культуру. Мне очень понравились войлочные работы и резьба по дереву. Мне кажется, это очень теплое, такое емкое такое изделие. В прошлом году в музее прошла выставка народного костюма и декоративно-прикладного искусства под названием «Сохраняем народные традиции». Сотрудники музея признаются, что несколько месяцев готовились к этому важному мероприятию, которое, по их мнению, прошло довольно успешно. Пользу от таких выставок получают не только зрители, но и авторы работ. Мы им даем какой-то стимул дальнейшей работы, знакомства с творческими людьми, для освоения каких-то новых техник в декоративно-прикладное искусство. Участников ждал здесь и приятный сюрприз. В завершении выставки их нелегкий труд отметили дипломами. Марина Катиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.